в 2001 году мы совершали джума намаз в Кумовской мечети, вот этот ряд только набирался на пятничный намаз. Это Один ряд? Летом, да. Сейчас летом мечеть, можно сказать, почти полная, потому что приезжих студентов много бывает. Но и зимой там 2-3 ряда бывает. Вас тоже направили в Луганск, ведь это хоть и не первая линия, может быть, не самые боевые действия, но тоже опасность определенная была. Абу Бакр, радиаллаху анху, времена, он какому-то сподвижнику говорил: как ты думаешь, если я тебя отправлю в такое-то, такое-то место, что ты скажешь? Он говорит: мы стрелы, пущенные тобой, куда ты их пустишь, там и мы будем. Что происходило в Буйнакске, попытка сменить имама людьми, которые известны среди людей. Что поделаешь, если такие люди попали в эту фитну, что с простых людей возьмешь? Вот этот старик, даже который толкнул имама, лучше ему было бы умереть до этого времени, чтобы перед Аллахом за это отвечать не пришлось бы. Сейчас ему очень тяжело будет. Я увидел у наших братьев, которые в поддержку муфтия ставили определенный статус: я муфтиятовский, я следую за муфтием и так далее. Я тоже взял и поставил, поскольку я всю жизнь следовал за муфтием и видел в этом только благо. Очень многие перестали со мной общаться. Что поделаешь, слепому и не объяснишь, что день солнечный, не солнечный, слепой и солнце тоже не увидит, понимаете. Сейчас, например, молодых ребят с бородой и бритыми усами, почти все молодежь такая. Раньше к ним относились уже с подозрением. Уважаемые родители, вам просто надо детей поддержать. Аллах в них вложил любовь к мечети, любовь к религии. Да. Не ломайте вот это вот их чувство любви к этому. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. В эфире передача «Диалог». Это новый проект нашего канала, в котором мы беседуем с интересными людьми. Сегодня у нас в гостях Мухаммад Саламов, человек, который около 20 лет проработал имамом в Лакском районе, после чего был направлен на учебу муфтиятом. После учебы ему довелось поработать и имамом центральной мечети, после чего был направлен в Луганск, работал имамом в Луганской мечети. По истечению года и 7 месяцев, более 1,5 лет проработал в Луганске, вернулся сюда, в Махачкалу, и работает имамом мечети имени Сайфулла Хади, что находится на улице Буйнакского. Ассаламу алейкум, уважаемый Мухаммад. Алейкум ассалам. Вот вы 20 лет, давайте начнем с этого все-таки. Вы 20 лет проработали в Лакском районе, родном для вас в Лакском районе. У вас там дом, семья, 4 детей. Если сравнить тогда время, да, и сейчас вот, на ваш взгляд, люди поменялись? Стало легче работать с людьми? Люди поменялись в том направлении, если стало молящихся больше, это, конечно же, в этом направлении поменялись. В направлении получения знаний надо, конечно же, посмотреть, спросить, потому что знания люди в разных местах могут получать. Есть доступ до интернета, есть доступ в соцсетях, есть. И там тоже разные люди к разным направлениям призывают, поэтому хоть знания прибавились, не знаешь, правильно ли он знания приобрел. Поэтому, но возможности довести до людей ислам, знания об исламе, возможности очень многократно, конечно же, увеличились. В те времена, конечно, не было вот этого вот интернета, соцсетей и вот это вот аналоговым телевидением, что можно было довести. У нас мы в Кумахе это делали, на весь район было у нас вещание, прямой эфир этого пятничного намаза. Ты сам, Ахмад Наджи, там был, телевидение работал, много самой пользы принес. Поэтому насчет, еще я могу так сказать, когда я в 2001 году мы совершали джума намаз в Кумовской мечети, там есть маленький ряд, вот около, за михрабом сразу же. Летнее время я оборачивался, смотрел, вот этот ряд только набирался на пятничный намаз. Один ряд? Летом, да. Сейчас летом мечеть, можно сказать, почти полная, потому что приезжих студентов много бывает. Но и зимой там 2-3 ряда бывает. Вот такое изменение есть. Летние курсы, когда там открывается, очень много детей и девочек хотят отправлять, хотя не всегда бывают преподавательницы. И, в общем, такое изменение я сам вижу, которое... А само отношение людей, вот было время, когда было настороженное отношение, было негативное, прямо негативное, когда вот эти лесные братья появились, когда вот убивали наших земляков, теракты проводили всевозможные, руководствуясь там
неизвестно чем. Ну, можно так сказать. Сейчас, например, молодых ребят с бородой и бритыми усами, почти все молодежь такая. Раньше к ним относились уже с подозрением. Поэтому сейчас это уже стало тем, что это не признак того, что человек какой-нибудь радикал, мода, да. каких-нибудь непонятных взглядов. Это может быть обычный мусульманин и приверженец традиционного ислама. Поэтому это, если у людей есть непонимание в этих вопросах, уже столько лет прошло, об исламе говорят, различают, где правда, где неправда, кто желает, кто хочет знать, есть возможность. У имама можно спросить. Вот у меня, например, сын вот так говорит, мертвым нельзя читать Коран, это пользы нету, это правда или нет. Иногда просто родители, даже не совершающие намаз, они слушают своих детей, не алима, просто так, и начинают следовать за ним. Это ошибка большая. Но если сын, он имеет знания, обучался исламу, как-то можно было бы прислушаться. Но если этого нет, то как можно их слушать? Живой пример был у нас, когда вот это вот День Уразы в этом году объявили. Вот, многие родители, благодаря, скажем, своим детям, которые не прислушивались и не прислушиваются к мнению муфтията, голословными своими там высказываниями подвели к тому, что даже родители, которые не совершают намаз, они отпустили уразу на день раньше. Потом пришлось Хотя по всем пунктам шариата никто не сможет опровергнуть тот день, который был объявлен муфтиятом, он по всем пунктам шариата он соответствовал, как положено было этот день объявлен. Такие моменты есть, поэтому сейчас такое время, да, что... Я думаю, знаете, Мухаммад, я вас перебью, большим подспорьем для родителей сейчас служат летние курсы. Это большой не'мат, я вот как родитель могу сказать. Почему? Потому что у меня оба детей ходят, уже оба детей, что мальчик, что девочка, они читают Коран. Я один день задумался, Мухаммад, сколько бы мне пришлось приложить усилий, сколько бы мне пришлось приложить настойчивости и других качеств, чтобы заставить или научить детей, чтобы у них возникло желание, заставить, конечно, неправильное слово, но вот именно чтобы они с желанием это делали. Я вот смотрю, мальчик сам открывает, сидит вечером и читает, я ему даже не напоминаю, то есть у него есть желание. Я считаю, что вот эти вот курсы летние, это большое подспорье для родителей. Конечно, это, вот я вчера на пятничном намазе тоже говорил, уважаемые родители, вам просто надо детей поддержать. Аллах в них вложил любовь к мечети, любовь к религии, Да. любовь к изучению Корана, у них вложено, не ломайте вот это вот их чувство любви к этому. То есть они, эти дети, жертвуя своим, значит, временем, гуляют где-то там, проводят время за играми, компьютерами, они приходят по милости Всевышнего Аллаха с желанием большим, с радостью большой мечеть. Поэтому на самом деле это большая милость, и родителям надо детей поддерживать. Поддержка еще заключается в том, чтобы они, это тоже отметил, после летних курсов, чтобы вот этот учебный год хоть начнется, хотя бы 2-3 раза в неделю найти время и продолжить учебу тоже. Ну, хотя бы напоминать детям об этом уже, я думаю, если у них любовь появилась, эту любовь уже стереть в сердце будет очень тяжело. Хорошо, давайте пойдем дальше. Вот вы работали 20 лет имамом. Я с вами не раз выезжал, видел отношение джамаата к вам и вашего к нему. Когда мы даже приезжали в самое отдаленное село, когда к вам подходили люди, говорили: «Салам алейкум, Мухаммад, как дела, как здоровье, слышали, твои дети болели, выздоровели». Нет, это не просто дежурные были слова. И вы знали джамаат, и джамаат знал вас, и вы шли вместе с ним. И тут вам говорят, надо оставить это все, идти и получать знания. По-моему, хадисоведению вы обучались. Обучались еще причем как? Вы полностью переехали сюда, семья осталась в горах, а вы один здесь, и на выходной, там, когда нет уроков, занятий, вы ездили в Кумух, чтобы увидеть семью и детей. Ну, я нашел в этом благо во всем. В том, что мне говорят наши старшие, подчиняясь, исполняя то, что они говорят, я только в благо нашел. Ни в одном месте я не пожалел, что я послушался. Какой-то пример был, я уже Абу Бакра, радаллаху анху, времена, он какому-то сподвижнику говорил: как ты думаешь, если я тебя отправлю в такое-то место, что ты скажешь? Он говорит, он даже не стал рассуждать, думать. Он говорит: мы стрелы, пущенные тобой, куда ты их пустишь, там и мы будем. Вот этот мне очень понравился, вот этот ответ этого сподвижника. И я считаю,
Вот этот ответ, девиз для всех имамов должен быть. Куда нас Пущенная муфтия стрела. отправляет, вот куда эта стрелу пускает, туда и мы будем лететь. И в этом только благо я нашел. Вас тоже направили в Луганск, ведь это хоть и не первая линия, может быть, не самые боевые действия, но тоже опасность определенная была. И тоже вы поехали, тоже оставили семью, детей. Не каждый на это, даже когда призывают, на это самое делают все возможное, чтобы не поехать, там какие-то справки липовые достать. Вот люди, которые на передовой каждый день, можно сказать, смерть видят, ходят под смертью, как принято говорить. Вот их отношения, они же, даже те люди, которые, может быть, туда ехали, не были религиозными, они тянутся к Богу. Вот этот момент хотелось бы раскрыть. Да, мы там встречались с военными, непосредственно в военную часть выезжали, встречались, но большую пользу принесли вот эти имамы, сейчас военные имамы, которые есть. Вы правильно сказали, я был как бы в Луганск, город, он находится как бы не на передовой. Вы имеете в виду полевые имамы? Да, полевые имамы, вот от них то, что рассказывают, ну, иногда там могло быть и пьянство, и что-то такое, короче говоря, но благодаря этим имамам открылись мечети в тех частях, которые они прикреплены. Открылись мечети, навстречу пошли вот эти их командиры, с удовольствием пошли навстречу, как что я хочу отметить. Помощь во всем оказывали, место отдавали вот там мечеть. И те люди, которые, например, когда не было имама, когда не было мечети, ну, праздно проводили свое время, не задумываясь даже о том, что вы сказали. Ну, бери от жизни все, пока живой. Вот имамы чуть разбудили их, оставить где-то выпивку, где-то там вот, праздное проведение времени. То есть помнить, что в любое время Всевышний Аллах наш может забрать и быть готовым к встрече со Всевышним Аллахом. Чистым, да. И намаз многие начали совершать, и придерживаться всего, как положено. Вот в этом тоже вот эти вот имамы, то, что они туда пошли, тоже по направлению муфтията, большое благо получилось. Они пришли, например, не было мечети, ничего не было. Все, с их приходом и мечети появились, и джамат появился военных, которые проходили, совершают намаз, и сейчас до сих пор это продолжается. Так что еще раз возвращаемся к тому, что нас направляет муфти Ахмад Раджаб Ахмадиев, в этом только благо мы находим. Я это могу лично подтвердить в любом месте. Ну хорошо, но ведь сегодня очень много людей, которые не видят это благо. Есть люди, которые говорят, зачем то, что я сам знаю, пусть муфти там своей семье командует, своим там, последователями командует, я сам знаю, как лучше для меня, для моей семьи. Но есть люди, которые открыто против идут, уже не первый год, есть, которые вот сейчас только начали себя проявлять. Это называется так, в книге Файзул Кадир приводится «Аль-фитнату наимату». Аллаху ман айкадаха. Фитна, она спит. Проклятие Аллаха, кто ее разбудит. Те люди, которые идут против, они создают фитну, понимаете, смуту создают. Вот как сейчас не вспомнить, что происходило в Буйнакске, попытка сменить имама людьми, которые известны среди людей. Известны. Да. И можно сказать, многими уважаемые до сих пор, да. Да, ну не многими, я бы сказал, сейчас они уважаемы стали. Уважение они тем самым потеряли, и с моей стороны тоже в том числе. Ну просто, кто выходит против, имеет свое мнение, никто же не заставляет его менять мнение. Имеет свое мнение, но не лезь, не то место, это некомпетентен, тот порядок, в котором есть благо для людей. Человек имеет право свое мнение высказывать, но не так, собрав людей специально в пятничный день. Это его личное право. Назначать, снимать имама не имеет права каждый, кто об этом там, подумал, захотел. Порядок есть свой определенный в шариате. Его назначает, например, убирает человек, который, если султан установил какого-нибудь человека, имама или же муфтия, под названием муфти, или имамом можно в общем назвать, который занимается района, будь то республики, будь то. А в нашем случае, в наше время, муфти, он избран самыми лучшими, самыми достойными учеными Дагестана. Понимаете, не простыми там, где-то там проголосовали. Самые достойные люди, представители своих джаматов, пришли и был избран таким образом. После этого у муфтия появляются полномочия, настоящие полномочия по шариату, не так его личная там прихоть. И назначать кого-нибудь имамом, или же снимать. И нельзя воспринимать, например, что
если муфти как-то не спросив джамаата назначает, там, как будто он плохое что-то делает для этого джамаата. Наоборот, он никогда не поставит имама, от которого не будет блага этому джамаату. И вот этот Буйнакс, это пример, да, вот, который имам там сейчас находится, Мухаммад Уруминский, это один из самых знающих ученых. Этот характер, все мы сами видели, какой он человек, и ни у кого права не было его оттуда убирать, снимать, кроме как у лично самого муфтия, понимаете? Вот так выйти и перед джамаатом создавать фитну, вот это вот есть фишка, которой обманываются простые люди. А джамааты почему не спросили? А джамаат должен выбирать, говорят они. Право есть в шариате, им муфти не спросил джамаат, назначить, еще раз. Это я понял. Вот этот момент люди не понимают, а почему повторяюсь, назначить он имеет право имама, и снять его тоже имеет право муфти. У него все полномочия есть, которые ни у кого права нету, вот так выйти и таким образом там джамаат сказал мне что-то. Был бы, например, какой-нибудь проходимец, там, какой-нибудь там занимался какими-то аферами, всем уже стало известно, там, любой представитель джамаата поднялся бы, довел бы, такого человека никогда не оставит. Один из самых лучших имамов, от самых лучших знающих алимов у них находится, и вот такую фитну сделать, я же говорю, фитна настоящая. Что поделаешь, если такие люди попали в эту фитну, что с простых людей возьмешь? Вот этот старик, даже который толкнул имама, лучше ему было бы умереть до этого времени, чтобы перед Аллахом за это отвечать не пришлось бы. Сейчас ему очень тяжело будет. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, какой бы человек не старался искать какую-то должность и использовал для этого какую-то помощь тоже, помощь людей, там какие-то связи, как в наше время бывает, и он, если эту должность получит, не только там имамом, кадием, там, начальником, мэром города, главой администрации района и так далее, вот, искал помощь, все, вот, добился этого места. Самолично. Аллах говорит, оставлять его на себя. Полностью на себя оставляет. То есть на него без самого. Своей помощи? Без своей помощи Аллах. А какой бы человек получил какую-нибудь должность, значит, не прилагая усилий помощи кого-то, получил эту должность, его назначили, он не ожидал, Аллах говорит, отправляет к нему ангела, чтобы его направлял на правильный путь, чтобы он направил. Аллах отправляет ангелов. Этот хадис, это хадис Абу Давуд приводится, достоверный хадис. Поэтому человек, который туда пришел, он остался сам на себя. И вообще, как можно стремиться? Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, когда приходили, просили какие-то должности, он говорил, мы не даем должности, кто их просит. Да, есть такой момент. Поэтому чего он добился бы, этот человек, который хотел туда идти, имамом тоже непонятно. Я знаю несколько людей, которым предлагали, скажем, или говорили, или назначали, скажем, имамами, и они отказывались, говорили, наоборот, я не справлюсь. И было время, когда я не понимал, как он может сказать, не справлюсь, если его назначили, надо же идти, делать работу. Понимаете, и вот у меня потом сложилось, я извиняюсь, что перебиваю, такое мнение, что человек, когда на него что-то возлагает, в первую очередь он переживает за то, что у него может не получиться, что он подведет этих людей. И вот этот отказ я связывал именно с этим. Ну, знаете, там истории много есть примеров, когда правители назначали самых лучших ученых кадиями, они отказывали, судьями. Отказывали. Да. Почему? Потому что боялись, они их принуждали, в тюрьму сажали для того, чтобы принудить его стать кадием. Они не сколько там боялись чего-то, они боялись Всевышнего Аллаха в первую очередь. Если какую-то ошибку допустят, неправильно какую-то вынесут фетву, какое-нибудь решение неправильно сделают, перед Всевышним Аллахом отвечать тяжело будет. Поэтому они из-за этого в первую очередь отказывались. Поэтому такую ответственность брать на себя добровольно, стремиться к ней, бежать к ней, это вообще глупость, понимаете? Хорошо, что эта глупость не прошла. Альхамдулилля. Им самим в первую очередь хорошо это. Ну, вот этот случай произошел. Как нам, простым, скажем, прихожанам мечети, в том числе и вашей, вести себя, когда мы видим вот такие события? Когда мы видим межнациональную рознь, говорят, да, это там аварцы между собой дерутся, тебе это надо, сиди здесь, не лезь никуда. Там, по национальному признаку, как я сказал, хотят растащить нас, разобщить. Когда вот такие вот выходят люди, которые, казалось бы, ты доверял, ты считал их авторитетами, а смотришь на их поведение, и они в твоих глазах падают. Как нам вести себя? Чего придерживаться? Ну, надо эмоции отключить, надо трезво мыслить, надо, начиная с своего круга уважаемых, знающих людей, на них смотреть, на их мнение смотреть. И, конечно, счете, если вопрос религиозного характера,
первую очередь надо смотреть, как ученые говорят, как алимы говорят, как муфти, действующие на сегодняшний день, смотрят на эту ситуацию. И мы никогда еще до сих пор не видели, чтобы муфтият был разжигателем каких-то религиозных там межнациональных моментов. Наоборот, муфтият, он гарант, скажем, межнациональной дружбы и регулирования таких вопросов. Поэтому здесь тоже так же идет. Национально оставив на второе, надо вперед ставить в первую очередь религиозное. Мы объединены тем, что у нас Всевышний Аллах, у нас один пророк Мухаммад, саллаллаху, наша религия, ислам, и мы все братья-мусульмане. Понимаете, надо с точки зрения ислама рассматривать любой возникший вопрос, какую-нибудь конфликтную ситуацию, а не с точки зрения национальной принадлежности. И все будет нормально. Вот бывает там аварцы, там говорят, там муфтияти все аварцы взяли. Ну там, во-первых, очень много разных национальностей, начиная там же и даргинцев, ну, белорусов. я должен вас перебить на секунду. Аварцев просто больше всего по количеству в Дагестане, поэтому в любом органе их больше. Зайдите в ту же больницу или в любое учреждение, аварцев посчитайте, будет больше, потому что их просто количественно больше в Дагестане проживает. И вот, например, возьмем чуть историю, вниз спустимся, например, когда Мухаммад Иракский был шейхом, да, Накшабандийского тариката, к нему Кази Мухаммад, один из самых лучших представителей аварского народа, да, вот, разговаривая на национальных вот этих вот терминах, он пришел к нему. Вы хотите сказать, аварец пришел к Да, вот так можно сказать, да, если кто не понимает, потому что он же не смотрел, что он лезгин, он смотрел на его достоинство, он смотрел на его знания, смотрел его уровень богословия, уровень того, что он являлся богобоязненности. Шейхом Накшабандийского тариката, в первую очередь. Понимаете, потом после него имам Шамиль, к шейху Джамалуддину Казикумухскому приходил. Он же не говорил, он лакис, что мне за лаксами идти, что эти лаксы везде, он же не говорил. Поэтому аварцы, когда пошли, значит, за Мухаммадом Иракским, за шейх Джамалуддин Казикумухским, за Сайфулла Кади, когда они за ним пошли, не посмотрели на их национальность, а посмотрели на их достоинство, почет, они сами тоже получили это достоинство и почет, и баракат. И сегодня нам тоже не надо смотреть национальность, надо его достоинство и почет смотреть. То, что он является муфти нашего Ахмад Джафанди, является шейхом Шазалийского тариката, шейхом Накшабандийского тариката, халат преемственности Накшабандийского тариката у него, который находится. За ним, если мы последуем, мы тоже получим то же самое достоинство, почет и баракат, который получили в те времена от наших, скажем, да, вот там лаксах, ученых, лаксах, шейхов. Это вот вы сказали духовную сторону. А если взять даже человеческую сторону, когда были вот эти события ботлихские, кто первый определился, одел военную форму и вышел и показал, что надо делать и как делать? Это когда был ковид, времена ковида, кто обратился к главе нашей страны и рассказал о той ситуации, которая проходит в Дагестане, и пришла помощь? То есть таких ситуаций можно показать много, что муфти действительно дальновиден, что очень глубокий человек и очень умный человек. Поэтому я думаю, одной передачи, наверное, будет мало, чтобы говорить об этом. Но, наверное, лучше почитать его книги, чтобы понять ту глубину знаний, которой обладает муфти Кудус эл-Сирруан. И еще хотел бы я задать такой небольшой вопрос касательно вот Раскольникова и закрыть уже эту тему. Вот когда все эти ситуации начались, уважаемый Мухаммад, я увидел у наших братьев, которые в поддержку муфтия ставили определенный статус. Я муфтиятовский, я следую за муфтием и так далее. Я тоже взял и поставил, поскольку я всю жизнь следовал за муфтием и видел в этом только благо. Очень многие перестали со мной общаться. Из тех людей, которые, казалось бы, мне были друзьями. С некоторыми из ними я был в хаджи. С кем-то я в футбол играл, с кем-то я работал, с кем-то учился, может быть. Ну, тяжелый вопрос, конечно. Это кому Аллах не открыл, что поделаешь. Слепому и не объяснишь, что день солнечный, не солнечный, что слепой и солнце тоже не увидит, понимаете. Столько сделано. Мы еще не сказали слово о духовном центре той мечети, которая там строится. Сколько это фонд инсан, который работает, сколько миллионам помощи оказывает. То Газа, которая Палестина, все кричали джихад, где они сейчас неизвестно, а помощь реально идет от фонда инсана. По-моему, больше ни один фонд там и не работает. Да. Поэтому слепой не видит. Поэтому что поделаешь? Надо оставлять их на себя, да, и дуа делать, просить Всевышний Аллах, чтобы им открыл. Кто хочет увидеть, он увидит. То есть точно так же, как мы ведем, скажем, представителей другой конфессии, либо другого течения.
Надо благодарить Всевышнего Аллаха, что мы не там, что Аллах нам это открыл, понимаете? Я вот так это понимаю. Вот вы заговорили о фонде «Инсан», благотворительности, и я, конечно же, сразу вспомнил новострой, где строится большой духовный еще один центр. Но он строится на земле Навалакской, то есть где проживают преимущественно алакцы. Хотелось бы спросить у вас, до чего дошел этот центр? Ну, наверное, вопрос не к вам, да? Ну да. Ну, наверняка вы хотя бы, наверное, в курсе. Ну, там был, я смотрел, Да. посетил это И знаете, место. на какой стадии это находится? Скажем, кто там будет учиться, кто будет преподавать? Ну, в первую очередь, Уже в это, курсе. конечно же, медресе. Медресе для того, чтобы представители, скажем, сыны нашего народа, скажем, вот так правильно будет, поступили туда, закончили его, получили хорошие знания, знания исламские, и распространяли его среди своего народа. А наш народ, он ждет этого. Они востребованы сейчас. У нас в горах мы видим, сколько имамов, но нету лакцев, там мало. Раз-два и общался. Если мы, наших братьев аварцев не было бы, которые там выручают нас, да, работают имамами, работают отдел просвещения и так далее, за что им огромная благодарность тоже от нас, чтобы там эти места пустынны были бы. Они думают иногда, что там имам аварец, потому что там лакцы они не хотят. Как не хотят? Да пожалуйста, где они? Поэтому, чтобы они были, эти наши лакские ученые, вот эта медресе, она на сегодняшний день вот, важнее, значит, для нашего лакского маленького народа, важнее объекта, чтобы он заработал, я не вижу даже. На сколько человек рассчитано будет медресе? Сколько Там обучающих? 100 с чем-то, сказали они, 100 с чем-то ребят. Это в общем Да. все курсы, да? Да. 100 с чем-то? И там и спортзал там есть, и, в общем, там место такое Ну, вообще. там комплекс, я как понял. Да, ну такое место удобное, рядом Там с же городом. проживание. Там Как же я проживание, там все такое. И есть возможность в летнее время там делать как лагерь. То есть, Детский лагерь. Да. Лагерь, что будет, иншаллах, в программе там обучение иман исламу, конечно же, там можно Ну, поставить. типа летних курсов. что-то. Родной язык можем там уроки Да, это поставить. очень потому что важно. Уроки истории можем поставить, потому что они ничего об этом не знают. Экскурсии в Кумух, в старинную мечеть, чтобы Кстати, да. дети, которые уже здесь выросли, кроме того, что он лакец ничего не знает, чтобы они знали свою историю, кто они, откуда, корни свои, чтобы знали, воочию пошли, посмотрели, увидели, Это очень важно, да. попрактиковали в своем лакском языке. Вот такие планы есть, иншаллах, там. Иншаллах, пусть Аллах поможет во всем. У меня есть несколько групп, наверное, как и у многих из нас, где, скажем, там сельская группа фондов, куда мы скидываем деньги на какие-то дела, там благотворительность, но это делается по желанию. И в одной из групп мне довелось услышать, прочитать такую реплику, типа во всех группах деньги просить надоело уже. Есть такой хадис, где сказано, Аллах, когда проявляет какому-либо своему рабу милость, он делает так, чтобы он решал вопросы людей. Он решал свои вопросы людей. В таком положении, пока этот человек находится, он должен благодарить Всевышнего Аллаха. Аллах, ты дал мне возможность людям помогать. Понимаете? Это означает милость Аллаха. А кто говорит, оставляет это, Аллах переводит вот эту возможность на другому человеку. Поэтому надо быть осторожным, сказать, я устал, что кроме меня никого нет, что ли, а что к нему ходил, а что ко мне пришел. Понимаете? Если у него закончилась финансовая возможность, разговор нет, он уже иссяк, у него надо содержать только свою семью, тогда мы понимаем, да, брат, мы не знали, что ты уже вот там, нету таких возможностей, извини, пожалуйста, больше не проблем. Но имея вот эти же возможности, такие слова говорить, не стоит этого говорить. Надо благодарить Всевышнего Аллаха. Пускай еще приходит, у меня есть возможность, я буду помогать. Просто надо смотреть, куда помощь оказывается, да, тоже, например, не так просто в воздух деньги кидать тоже. Если болеет человек, реально оказал, точно надо знать, да, диагноз, что, какой операция, сколько стоит операция там. Если медресе строится, для чего там именно нужно? Не так просто деньги собираем, медресе строим или же мечеть. Что именно до сих пор сделано, какой материал нужен, какие долги есть. Понимаете? Точечно, если будет, там как не помочь? Ну, как я знаю, новострой постоянно отчет идет, там столбы купили. Да везде отчет идет. Это сейчас, да, везде идет отчет. нормальная практика. А то, что вы говорили, мне бы хотелось сказать такое, вот мне довелось читать. Не перестает Всевышний Аллах помогать рабу, пока тот помогает своему брату по вере. Да. Так что, уважаемые братья и сестры, давайте помогать друг другу, чтобы у Аллаха была возможность нам тоже с вами помочь. На сегодня это все. Мы прощаемся с вами. Уважаемые друзья, следите за рекламой, за выходом наших передач.
Будьте здоровы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала.